Здравствуйте, ребята! Приветствую вас на уроке математики. Тема урока – сравнение трехзначных чисел. Телеурок. Сегодня на уроке познакомитесь с приемами сравнения трехзначных чисел. Изучите приемы сравнения трехзначных чисел. Закрепите вычислительные навыки. Девиз урока: человеку, изучающему математику, часто полезнее решить одну и ту же задачу тремя различными способами, чем решить 3-4 различные задачи. Решая одну задачу различными методами, можно путем сравнений выяснить, какой из них эффективнее. Так вырабатывается опыт. Начнем с разминки. Используя цифры 9, 3, 5, составьте и запишите всевозможные трехзначные числа. Продолжаем разминку. Внимательно послушайте задачи и запишите только решение. В 10 комнатах по 4 жильца. Сколько жильцов в этих комнатах? 4 умножить на 10 равно 40. У сосны хвоинки живут 2 года, а у ели в 6 раз больше. Сколько лет живут хвоинки ели? 2 умножить на 6 равно 12 лет. У плотника 100 дощечек. Сколько скворечников можно из них сделать, если на один скворечник идет 5 дощечек? 100 разделить на 5 равно 20. Высота дома 20 метров, а сарая 2 метра. Во сколько раз сарай ниже, чем дом? 20 разделить на 2 равно 10. Купили 5 упаковок синих ручек, по 3 штуки в каждой, и 6 зеленых ручек. Сколько всего ручек купили? 5 умножить на 3 плюс 6. 21 ручку купили. Чему равна площадь квадрата со стороной 9 метров? 9 умножить на 9 равно 81 квадратный метр. Решите логические задачи. 2 года назад Каныкей было 5 лет. Сколько лет ей будет через 7 лет? Как вы рассуждали? Если 2 года назад Каныкей было 5 лет, значит сейчас ей 7 лет, а через 7 лет ей будет 14. Айнура ниже Ромы, Канат ниже Тани, но выше Ромы. Кто самый высокий? Рассуждаем. Если Айнура ниже Ромы, а Канат ниже Тани, но выше Ромы, значит самая высокая Таня, ниже ее Канат, затем Рома и самая низкая Айнура. Найди пару. Проверьте, все пары вы нашли правильно. Я думаю, что вы все отлично справились. Решите примеры. Какие знания вам пригодились при решении примеров? Действия с трехзначными числами. Проверьте свои результаты с ответами на экране. У вас не было ошибок? Если ошибки были, исправьте их и подумайте, что вы сделали неправильно. Телеурок. Давайте поиграем в игру «Да, нет». Если вы согласны с утверждением, записывайте в тетрадь «Да», если не согласны, записываете «Нет». Приступим. В записи трехзначных чисел всегда есть 3 цифры. Да. В числе 999 одинаковое количество сотен, десятков и единиц. Да.
1000 – это самое большое трехзначное число? Нет. Если 8 увеличить в 100 раз, получится 800. Да. Сотни – это единицы первого разряда? Нет. Трехзначное число всегда больше двузначного? Да. Вы умеете сравнивать трехзначные числа? Нет. Сравните натуральные и именованные числа. Поставьте между ними знаки больше, меньше или равно. Проверьте первый столбик. Как сравнивали числа в первом столбике? Сначала сравнивали цифры в разряде десятков. Из двух двузначных чисел больше то число, в котором десятков больше. Если десятков поровну, то сравнивают количество единиц. Проверьте второй столбик. Как сравнивали величины во втором столбике? Выразили в одинаковых единицах измерения и результаты сравнили. Как думаете, как сравнивать числа в третьем столбике? Давайте будем учиться. Как сравнивать трехзначные числа? На какой разряд будем смотреть в первую очередь? На сотни. Сколько сотен в числе 753? 7. Сколько сотен в числе 375? 3. Сравните сотни. 7 сотен больше, чем 3 сотни. Ставим знак больше. Сравните числа 431 и 413. Что можете сказать о числе сотен? Одинаковые. Что будем делать? На какой разряд будем теперь смотреть? На десятки. Сколько десятков в первом числе? 3. Сколько десятков во втором числе? 1. 3 десятка больше, чем 1 десяток. Какой делаем вывод? 431 больше, чем 413. Сравните числа 456 и 455. В каких разрядах чисел цифры одинаковые? Сотен и десятков. Как будем сравнивать? По числу единиц. Сравните 6 единиц больше 5 единиц. Значит, 456 больше, чем 455. Составим алгоритм сравнения трехзначных чисел. Первое. Сравнивать цифры разряда сотен. Второе. Если число сотен одинаковое, сравнить число разряда десятков. Третье. Если число десятков одинаковое, сравнить числа разряда единиц. Второй способ сравнения трехзначных чисел. По месту нахождения в натуральном ряду, то есть используя числовой луч. Если числа отметить на числовом луче, то все числа, расположенные слева от какого-либо числа, будут меньше него, а все числа, расположенные справа, больше. 0 меньше любого натурального числа. Например, сравним числа 635 и 645. Число 635 находится слева от числа 645. Значит, число 635 меньше числа 645. Закрепим знания, сравните числа. Можете воспользоваться или алгоритмом сравнения чисел, или числовым рядом. Проверьте. Верно вы расставили знаки больше, меньше или равно. Подумайте, какой способ вам больше понравился. Расскажите своим друзьям, почему вам понравился именно этот способ. Сейчас за окном уже весна, но диким животным не хватает пищи. Как человек может помочь им? В заповедниках лесники ставят кормушки для животных, наполняют их сеном, солью. Олень может в день съесть 10 килограмм сена, а при сильном морозе и до 20 килограмм. Для их подкормки запасают сено. Об этом наша задача. Прочитайте условия задачи. В прошлом году в заповеднике заготовили на зиму 14 стогов сена для подкормки оленей, а в этом году в 3 раза больше. Насколько больше стогов сена заготовили в этом году? Запишите условия задачи. Что известно в задаче? В прошлом году заготовили 14 стогов сена, а в этом в 3 раза больше. Запишите. Что надо узнать?
насколько больше стогов сена заготовили в этом году. Чертим взаимообратную скобку. На неизвестно стогов. Можем сразу ответить на вопрос задачи? Нет. Первым действием узнаем, сколько стогов заготовили в этом году. 14 умножаем на 3 равно 42 стога. Каким действием мы отвечаем на главный вопрос задачи? Верно, вычитанием. 42 минус 14 равно 28 стогов. Разница. Ответ. На 28 стогов сена в этом году заготовили больше, чем в прошлом. Молодцы. Телеурок. Подведем итог урока. Продолжите высказывание. Сегодня я познакомился с. Было трудно. Я научился. У меня получилось. Хотелось бы поблагодарить. Мне понравилось. Я попробую. Оцените свою деятельность на уроке. Смодулируйте дерево успеха. На экране вы видите 3 вида зеленых листочков. Большие, средние и маленькие. Выберите листочек, соответствующий уровню ваших знаний и умений. Если знаний было достаточно и все получилось, выберите самый большой листочек. Были трудности? Выберите листочек поменьше. Было очень трудно, многое не получилось. Маленький. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.